эфире новости, в студии Даяна Федорова. Здравствуйте. Вначале коротко о темах этого выпуска. В Якутии с начала навигации доставили более 484 тысяч тонн грузов, что составляет 48% от плана завоза. Члены участковых избирательных комиссий начали адресное информирование якутян о предстоящих выборах депутатов Государственной Думы. В селе Бердигистяк состоялось торжественное мероприятие, приуроченное сразу двум знаковым датам – 30-летию со дня основания природного парка «Синяя» и 25-летию эколого-педагогического лагеря «Сюме». В Якутии с начала навигации доставили более 484 тысяч тонн грузов, что составляет 48% от плана завоза. С начала навигации отгружено более 1 миллиона 100 тысяч тонн различных грузов. Из этого объема для нужд республики отгружено 64,8% от плана. В том числе объем отгруженных грузов для нужд жизнеобеспечения составил 57% от плана. Для производственных нужд хозяйствующих субъектов отгружено около 283 тысяч тонн. Этим летом на фоне топливного кризиса и ограничений на продажу бензина в Якутске вырос спрос на установку газобаллонного оборудования. Однако сейчас ажиотаж пошел на спад, пик обращений пришелся на июль. В автоцентры приезжали по 2-3 машины в день. Специалисты связывают это с реакцией водителей на сообщения об ограничениях продажи бензина. Часть клиентов начала срочно искать возможность перейти на газ. Стоит отметить, лето обычно не основной сезон для установки ГБО. Традиционно пик обращений приходится на октябрь-декабрь. В аэропорту Магана открылся новый гараж-стоянка для спецавтотранспорта. Здание общей площадью более 1700 квадратных метров построили из быстровозводимых конструкций по всем современным условиям. Здесь могут одновременно разместиться до 30 машин, среди которых автобусы, топливозаправщики и служебная техника. Помимо этого здесь обустроили столовую, мастерскую, комнату отдыха и учебную для работников аэропорта. Сам объект возвели в рамках масштабной программы Фонда развития инфраструктуры воздушного транспорта. Такая работа пройдет еще в 16 аэропортах по всей Якутии. В рамках ремонта планируется ремонтировать и взлетно-посадочные полосы, аэродромную инфраструктуру, светосигнальное оборудование и, что немаловажно, строительство быстровозводимых модульных зданий аэровокзалов. В этом году в республике еще будут завершены работы по взлетно-посадочным полосам аэропорта Усть-Куйга и Ленск. В следующем году будут введены новые здания аэровокзалов в Усть-Куйге и в Среднеколымске. Программа рассчитана до 30-го года. Второй кофердам для Ленского моста установили в русле реки. Металлическую конструкцию весом более 2200 тонн затопили для создания сухой зоны под буровые работы. Примечательно, что изначально планировали установить только один кофердам, но для соблюдения сроков решили этим летом установить 2. В кофердаме центрального пилона уже ведутся буровые работы. Технология наплавных кофердамов выбрана с учетом сильных паводков, ледохода и короткого строительного сезона. В российском мостостроении она применяется впервые. Всего на строительство задействовано 19 судов разных классов. Члены участковых избирательных комиссий Нерюнгринского района начали адресное информирование жителей о выборах депутатов Государственной Думы. Главная цель федерального проекта «Информ УИК» не агитация, а информирование, где и когда голосовать. В поквартирный обход отправилась и наша съемочная группа. Для обходчиков разработаны адресные маршруты, на которые они вышли с 20 августа. Каждый из них одет в специальную узнаваемую экипировку. Главной отличительной деталью является бейдж, заверенный печатью участковой избирательной комиссии, и нагрудный знак. Наша цель – донести до людей о датах выборов, это 18, 19 и 20 сентября, на своих избирательных участках. Также мы расскажем, где находятся избирательные участки и режим работы. Жители Нерюнгри положительно реагируют на такую форму взаимодействия с органами власти. У всех обходчиков есть информационные материалы с полезной информацией и ответами на главные вопросы про выборы, которые они оставляют у избирателей. Я считаю, что это в целом нам необходимо. Я сам когда-то занимался и 6 лет отработал в участковой избирательной
избирательной комиссии, а также с выездной урной на дом посещал людей, и они мне голосовали. Поэтому это необходимо, чтобы набрать наибольший процент, сэкономить время и деньги нашего государства. Донесли полную информацию, мы будем знать, куда нам прийти, в какое время, в каком составе, и проголосуем своевременно. Спасибо большое. При проведении поквартирного обхода используется специальное мобильное приложение «Информ-УИК». Оно поможет уточнить списки избирателей, данные о числе избирателей, которым требуется помощь волонтеров в дни голосования, организовать голосование на дому, выявить потребность в прикреплении к избирательному участку по месту нахождения. Иван Лазаренко, Андрей Гаянов, Нерюнгри. Продолжая тему, обход проводят в будние дни после 5 вечера и выходные с 10 утра. При отсутствии избирателя дома член избиркома оставляет письмо с датой следующего посещения. Напомним, что осенние выборы пройдут под строгим контролем наблюдателей Общественной палаты. В их число входят представители молодежного поколения и люди старшего возраста, а также работающие граждане. Суть «Информ-УИК» – это подомовое информирование граждан о том, что состоятся выборы. Мы доводим до каждого избирателя об предстоящих выборах, о самых главных выборах в нашей стране. В первую очередь, когда нам открывают дверь, мы представляемся, работаем уже с планшетом, начинаем вводить данные, доводим до них информацию, а также все фиксируем у себя на планшете. Если им понадобится голосование на дому, то мы также оформляем сразу заявки. В Якутии продолжается поддержка жителей Верхоянского района, пострадавших от паводка. Всего за время работы пункт сбора гуманитарной помощи в Якутске собрал около 21 тонны груза с необходимыми вещами и техникой. Из них 14,5 тонн уже были доставлены в Верхоян службой спасения республики, а оставшиеся 6 тонн планируется отправить к концу этого месяца. Сегодня пункт прекратил сбор груза, однако сбор финансовой помощи продолжается. Так, на сегодняшний день собрано более 5 миллионов рублей. Большая благодарность нашим землякам, волонтерам, которые помогали в сборе гуманитарной помощи, финансовых средств. Очень много еще доставлено у нас из города Якутска. Это управа города Якутска, это мэрия города Якутска. Тоже финансовые средства они отправляли. И гуманитарной помощи привезли 3 рейса, делали Горный район, Чурапчинский район много привезли. И многие предприятия из города Якутска тоже привозили гуманитарную помощь и направляли финансовые средства. В преддверии Дня государственного флага Российской Федерации в столице региона состоялось торжественное мероприятие по вручению паспортов 14-летним жителям республики. Так, более 20 ребят стали обладателями своего первого паспорта. Помимо официального мероприятия, новоиспеченным гражданам России в игровой форме рассказали о том, какие права появились у ребят, как важно ответственно относиться к личным данным и как зарегистрироваться на портале госуслуг. Мы также напомнили детям и об обязанности по сохранению, сбережению своих персональных данных. Это очень важно в наше время. И о том, как обезопасить свой аккаунт госуслуг. Необходимость создания сложных паролей, двухфакторной аутентификации. Обязательно не использовать уникальные пароли. Точнее, надо использовать уникальные пароли, чтобы к каждому аккаунту был отдельный пароль. И подобные методы помогут людям избежать взлома. В селе Бердигистяк в Центре духовности имени Семена и Сафрона Даниловых состоялось торжественное мероприятие. Оно было посвящено сразу 2 знаковым датам – 30-летию со дня основания Национального природного парка «Синяя» и 25-летию эколого-педагогического лагеря «Сюме». Природный парк «Синяя», созданный в 1996 году, сегодня является гордостью и особо охраняемой природной территорией не только Горного Улуса, но и всей республики. На протяжении 30 лет инспекторы и сотрудники парка ведут самоотверженную работу по сохранению уникальных ландшафтов, богатства животного и растительного мира.
При этом значение парка не ограничивается лишь природоохранной деятельностью, он вносит огромный вклад в воспитание будущих поколений. Сотрудники парка, природного парка «Синяя», конечно же, на 100% это местные жители, жители горного района. А все жители горного района – это, наверное, один из экологически ответственных районов у нас вообще в целом в республике, которые очень трепетно относятся к своей родной природе, к своей жемчужине, да, к реке Синей. Я вот был, по сути, во всех участках природного парка «Синяя», начиная с Верховьев, где участок Тангулах, Темпынай, Аранбес. Есть местное население в лице, так скажем, пользователей, которые ведут традиционное природопользование, коневодство. И видно, как все очень бережно относятся к родной природе. В этот праздничный день широкой публике была представлена новая юбилейная книга, рассказывающая об истории и красивейших местах парка. Также свет увидело второе издание, посвященное юбилею эколого-педагогического лагеря «Сюме». Во время торжества прозвучали искренние слова благодарности в адрес преданных своему делу инспекторов, ветеранов охраны природы и педагогов. Им были вручены высокие ведомственные и улусные награды. Что касается парка «Синий» именно в Горном Улусе, хочу обратить внимание на то, что сегодня экологический турист, который идет у нас в республике, основная его масса идет именно 90% через начало, через Горный Улус, через парк «Синий». Поэтому непосредственно также приглашаем всех любоваться нашими красотами и, конечно же, развивать экологический туризм для сохранения будущего детей. Гости мероприятия выразили уверенность в том, что впереди у парка «Синяя» и лагеря «Сюме» еще много новых достижений, успешных проектов и ярких побед. Россия Насивцева, Горный Улус, Бердьестях. Ну а в Усть-Алданском улусе завершилась спартакиада работников пожарной службы. В течение 3 дней за звание сильнейшего боролись 150 бойцов восточной и центральной части республики в 10 видах. По итогам спартакиады первое место заняла команда Усть-Алданского улуса, на втором – Татинский, а на третьем – Хангаласский улус. Победители и призеры встретятся с командами Вилюйской группы улусов на республиканском уровне. Соревнования проводились при поддержке пожарно-спасательной спортивной федерации Якутии. Такие вот мероприятия, да, они, конечно, дают нам, нашим подразделениям, именно в плане развития, да, именно в плане развития, имел в виду физической подготовленности, а также для своевременного реагирования на чрезвычайные ситуации. Это были все новости к текущему часу. До встречи в дальнейших эфирах.